Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в закон Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Уважаемые телезрители, добрый вечер! Вот сейчас я прочитала вам 2 стиха из Псалтири. Это псалтирь вот такого карманного образца, и дата издания его Санкт-Петербург, 1887 год. Именно вот эта древняя реликвия семьи Половинкиных и привела нас в дом Зинаиды Тимофеевны. Вот я вам представляю Зинаида Тимофеевна Половинкина. Она сегодня собеседница наша в диалогах о вечном. И ее внучка Зиночка. Зинаида Тимофеевна, расскажите, пожалуйста, вот как снова вы обрели эту свою семейную реликвию, псалтирь 1887 года? Это получилось случайно. Позвонила Любовь Николаевне Половинкиной Таня Анисиферова и сказала, что когда перебирали вещи, и в сундуке нашли вот этот псалтырь. Угу. И когда, говорит, открыли мы его и смотрим, что там Половинкины записаны. Угу. А я потом Любе сказала, говорю, Люба, попробуй попросить у Тани. Может, я кого-то из своих родственников и узнаю. Угу. И когда Люба мне принесла, то я всех 3 из этой книги узнала. Да, здесь написано, вот на последней, на обложке сделана запись: Аграфена Ивановна Половинкина, Матрена Ивановна Половинкина, Наталья Ефремовна Половинкина. И что существенно, запись: посланы письма 17 мая в Россию. Значит, кто-то из этих людей послал письма в Россию. Так вот, что связывало ваших предков, можно уже так назвать, да? Во-первых, вот кем они вам приходятся, как вы говорите, узнали, и что связывает их с Россией? Это моего дедушки сестры двоюродные. Угу. Это почерк Матрены Ивановны Половинкиной. Так, Матрена Ивановна, вот мы ее сейчас покажем. Она да. одна была грамотная из семьи. Угу. Они сюда попали в ссылку. Родственники наши были скопцами. Угу. И вот. И в каких годах их сюда сослали? В 1892 году поступили на квартиру сестры. Первые были сюда сосланные в Алекму туруханские скопцы. А вот наши родственники уже по 2-му этапу. Вторая волна, наверное, Вторая волна или 2-й этап. Угу. Откуда они? Они были из Оренбургской области. Ага, Бузукский район. Вот. И вот вы очень интересно рассказывали, как им пришлось добираться до Алекмы. Они шли, когда их царь осудил, отлучили от церкви, и осудили их, и сослали этапом в Алекму, в Якутию, вот в Алекму. Распределили их в Алекминске, в Усть-Чаре и в Троицке были поселения. Наши вот Половинкины попали в Алекму. И шли они вместе с политическими заключенными и с уголовниками. С уголовниками. Уголовники их очень обижали, а с политическими они дружили. Потом уже они стали политическим помогать. Каждый год возили в Рождество и Пасху, возили вазами продукты для политических. Это так общая беда сплотила, да, наверное, политические да. Их защищали от уголовников во время пути, а потом вот они так и благодарили их. Да. Ну вот, в общем-то, у нас и в музее много подтверждений тому, что насколько здесь, дружно жили политические ссыльные и скопцы. И вот вы можете все это подтвердить, да? Как уже очевидно, как по рассказам своей. Кем она вам была? Бабушка, да?
это двоюродная дедушкина двоюродная сестра, это бабушка Ага, выходит ваша двоюродная. бабушка двоюродная получается. А мои, в общем, их Мгм. у отца было 3 сына. Вот у Дмитрий, У Прохора Дмитриевича Половинкина. Так, у Дмитрия. да, было 3 сына. Ага. Дмитрий, Кирей и И Иван. Иван. Вот на вашем древе, так сказать, генеалогическом, да, Кирей и Иван отмечены синим цветом. Это как они Скопцы. скопцы были. А Дмитрий нет, зеленого цвета, да? А вот и дальше что? Кирей и Иван, а вот у них Мотя, именно та, которая сделала эти записи, Груня, еще вот здесь есть дети, чувствуется. Это они с копцами уже потом стали, когда дети у них были? Да. Уже были дети, они с детьми сюда И были поскопились сосланы, да? молоденькие дети, и они были все сосланы сюда. Так, И вот они с копцами стали еще в Оренбургской области, да? И Вместе Иван с детьми. Иван сюда с были детьми, сосланы. Кирей с детьми и Ага. Дмитрий. Дмитрий только один, Листофор тогда называли, Мгм. его имя было. Он один, с матерью они были, Стал скопцом. а стал скопцом. А мой дедушка, Прохор. Прохор, он не стал скопиться, он жил в работниках. И когда вот этих всех высылали, Мгм. всех родственников, они жили одной семьей в большом доме, и все в семье жили. А он не стал скопиться, сказал, они его позвали, он говорит, буду спать с женой, но скопиться не буду. Не Да. буду и кушать черный хлеб, и не пойду с вами. Готов потом, на когда любую нужду, да, Да, но да. буду спать с женой, не Да, буду да. скопиться. И вот получается здесь вот очень наглядно, что здесь и прервалась, в общем-то, да, прервался род. Детей еще маленьких оскопили. Вот Федя и Иван, да, вот у нас фотографии их есть, Федя и Иван, и дальше род прервался. И с главным родоначальником становится ваш дед Прохор. Прохор. Так, но он не сразу пришел сюда, да? Сюда пришел только другой вот, его дед Прохор Дмитриевич со своими сыновьями. А как уже ваш дед оказался в Алекумске? А наш дед, когда в 21 году по Волжье была голодовка, и у деда у нашего было много детей, Мгм. и все жили плохо, бедные они были, даже милостыню собирали. И дедушка наш выпивал. И когда он похоронил жену, и только он тогда хватился и не стал пить, и детей всех своих раздал в работники. Эту дочку, Пашу, выдал замуж 16-летней молоденькой, говорит, свекровь тебя научит всему, а я тебе ничего не могу дать. Мгм. А дядя, Вот Паша, да? ага, Мгм. дядя Тимофей, мой отец Тимофей Мгм. и дядя Леня и Мгм. дядя Митрофан жили в Мгм. работниках. Дядя Леня совсем молоденький был, ему лет 12-13. То поработает, то обратно с отцом живет. Это еще там в Поволжье. Там по Волжье. Мгм. И вот они написали письмо, брату он написал письмо, Который уже Племянники. тут жил в Алекуме. Скопец, Листофор, Ага, вот, ага. с матерью. И они написали ему письмо, а те ответили, что приезжайте. И вот они, мой отец Тимофей и дядя Митрофан, приехали сюда в Алекму. Взяли их брат, дядя, в общем, их Листофор, и бабушка. Дом этот был, где теперь этот, Санэпидстанция. нет, Нет еще? коммунальный, где вот был, вот здесь вот этот на углу дом, А здесь еще а дом здесь был был тогда, старый дом, и вот они Ага. полдома отдали нашим. И вот когда дядя Митрофан привез свою семью, тетю Марию, Машу, дочку свою, эту свекровку, и тетю Пашу, и дядя Леню, да? Мгм. вот привезли сюда. Тетя Паша совсем молоденькая была, голая, босая, и она ушла жить вот к тетке, к отцовой сестре
тете Матрёне. Вот которая Вот которая. владелица этой псалтири, да? Да. Понятно. Все понятно. Вот так ваш род, в общем-то, оказался на Лёкминской земле. А когда ваши только пришли самые первые сюда, Скопцы. да, как им приходилось тут обустраиваться? Что Они вы об в этом работниках помните? жили, я по рассказам, конечно, помню. Они все жили вот по работникам. Сначала сами стали работниками Вот, да. у других скопцов, Да, которые да. здесь уже Первые были. прижились. И стали вот, заработали, развели скот, чистили пашни. И Алёкма только вот в центре была, здесь вот фотографии есть. А это все занимало, Спасское селение называлось, а там стоял столб. Да, Вот да, чёрным да. обвитый. Вот он тут есть. И тут было написано, сколько женщин, сколько мужчин. И второй столб стоял у моста вот здесь, где рынок. Вот здесь вот стоял. Вот до сюда вот их территория была, селение Спасское. Тут все был лес. Они прорубали тропы. Сначала ведрами первые носили воду, а потом сделали дороги к Лени. И стали строиться такие дома. Вот дом наших дяди Ивана Киреевича, Федора Киреевича, это санэпидстанции теперешние. Вот. А рядом тут домик был. Вот жила тетя Матрена и тетя Паша там жили. Они жили бедненько, одна корова у них была. И когда... Ну, дом санэпидстанции, разве это бедненько? Нет, вот эта тетка, рядом, которые жили. вот рядом, вот здесь домик был. Он сейчас стоит еще, такой низкий-то. Напротив, да? Нет, рядом, так санэпидстанция, а тут не... По этой же территории, вот сюда, вот к этому. Ну вот, и когда настала революция, и всех начали кулачить. А наши вот дяди, этого Ивана уже, его не было, остался Федор Киреевич, и он сдал свой дом и весь скот в колхоз. И его беднота сразу приняли. Они были очень добрыми людьми. Они помогали бедным. И вот многих я знаю, например, Боричевский жил у него в работниках. Они всегда к ним приходили, говорили, что они очень хорошие люди. Ну и это... И Ерофей Петрович, и Реська. Он свой дом сдал колхозу, там было правление, сейчас где 5-й магазин. Они были одногодками? Да, они были одногодками. Дружили, да? Дружили и жили, они же одинокие, они жили вместе. Называли братья друг друга. И вот они так вот жили. А я как попала к ним во время войны, был голод, отец у меня репрессированный был. Ему дали 10 лет, мама одна, нас 3 детей. 400 грамм хлеба, и очень тяжело было жить. Мы до этого ребятишками, а вот эти-то перешли же к тете Матрёне, когда сдали свои дома, и перешли, комнатка там такая маленькая, и они жили, вот Ерофей Петрович и Федор Киреевич, вот у тетеньки Матрёны, и тетя которая Паша, как раз вот это владелица вот, этой псалтири. И они стали, их сразу приняли в колхоз, они стали в колхозе работать все. А я вот во время войны, тетя Паша, вот это вот моя, я ходила, мы в детстве бегали к ним, они нас то конфеткой угостят, то пирог, они очень вкусно стряпали хорошо. И мы бежали вот с Николаем Митрофановичем, с Половинкиным, за руки возьмемся маленькие и туда к ним бежим. Они нас там покормят. Что-то нас угостят чем-то, какой-то подарочек сделают. Да, я еще забыла. А вот этот Листофор, дедушкин брат, тоже там с ними же жил. Но он тоже Он был больной, и больной, все вместе нога жили. сломанная. Они там жили. А я, когда пришла к тете Паше, она вот, мы такие голодные были, я сначала помогала ей, то коров гоняла в поле, то пригоню, то пол помою, то помогала стирать, баню топить.
А старики вот эти в колхозе работали, в колхозе дали во время войны по полгектару пашни, а у них получился гектар. Сеяли свое зерно, был большой огород, подсобное хозяйство, картошка своя, 2 коровы у них. И я вот все помогала. Я научилась, 7 лет у них прожила, научилась всему. И пахать, и сеять, и воду возить, и грузить, и все. Ну, этот вот труд был вам по плечу или не по годам тяжелым все-таки? Очень был тяжелым, но я терпела все из-за всего, только чтобы Быть покушать, сытой быть. Мгм. Я когда пришла, уже снег был, когда тетя Паша меня взяла к себе, а я в галошах, такие резиновые галоши маленькие, чулки драные. И вот этот дяденька Федя и говорит тете Паше: дай ты ей хоть что-то на ноги. Отправили меня воду возить. Мгм. А я и лошадь боюсь. И задеваю везде. Где не поехала, везде А у них зацеплюсь строго, за угол. да, труд прежде всего, Да, труд. что просто И- так не могли Да, дать? нет, просто так нет. Мгм. И вот там зацеплюсь и заеду, совсем мелко в Лену заеду и черпаю, стараюсь. А потом научилась и поглубже стала. И, в общем, все работало. А норму эту свою 400 грамм оставляла маме. Мама работала в роддоме нянечкой. Это роддом был, где теперь санэпидстанции. Мгм. И что-то тетя Паша даст, или калачик, или пол-литра молока. И бегу скорее, мама на дежурстве. Бегу, и сестра покушает. А вот Сестре унесет, и мама. вы не чувствовали в то время, что вот этот дом санэпидстанции, это дом вашего деда, да? И вы туда же бежали, что Да. мама там потом Да, да, работала. ага. Вы не чувствовали, что это вот ваш дом, как бы Нет, там ни я было? не чувствовала. Я выросла в бедности. Ага. И Это, для наверное, меня- мама чувствовала ваша. Нет, наверное, и знала. мама не. Отец Мы на это мог права бы. не имели. Ну вот так вот я с ними 7 лет прожила. Мгм. И Ерофей Петрович уже не снимал, фотографией не занимался, а он занимался слесарной работой. Дяденька Федя работал по дереву, все делал, деревянные грабли, вилы, там лопаты. Не было же ничего такого привозного, что-то все вручную делалось. На своей лошади, и я ему помогала. Заготавливали черенки для всего, сушил лес. И они получали сколько-то грамм там хлеба на это, зерна на трудодни. И вот свой посев. В общем, они сытые были. Понятно. И Ну, я конечно, с ними там так трудиться. пристроилась. А вот, Зинаида Тимофеевна, вы у них там жили, они знали, что, в общем-то, вы их внучка, да, двоюродная. Вы не чувствовали, что они сожалеют или как-то озлоблены, что они все Нет, они потеряли? наоборот старались мне. Нет, они совершенно Вообще ни в чем на не жалели, советскую власть что или еще что-то? отдали, они нисколько не жалели. Они такие: Бог дал, Бог взял. Значит, они действительно вот Верующие свою веру были. до Да, конца да, да, несли свой Да, крест, да, да? да. А вот сейчас можно я попрошу Зиночку, она нам как раз подаст с вами вот те бокалы с чаем. И мы с вами вот будем иметь повод продолжить беседу. Вот такие прекрасные кружечки. Я не случайно попросила, чтобы мы сейчас с вами их подержали, ведь именно это того времени, да? Того времени, когда ваш прадедушка еще завел это, да? Вот расскажите об этом. Я, конечно, не помню, кто это купил и когда, но это подарок. Подарок тети Паши, моей тетки. Это подарено моей дочке Наде, а второй мне. И когда она уезжала в Куйбышев, вот она сдала все фотографии, все ириски, все негативы сдала в музей. Это, как я поняла, они жили вместе последнее да. время, что свои дома отдали в колхоз, да? Все, что имели, тоже отдали или у них изъяли? Нет, все одно отдали добровольно. И вот, вот то, что у них осталось, она вот подарила уже, да? Так распорядилась. Когда поехала и подарила. Они уехали. Настоящий фарфор. Вот так вот в Алекминске все это было в зажиточных семьях. Спасибо, Зина.
теперь можешь унести, так сказать. Поставь. Твоя роль в нашей передаче. И вот хотелось еще вас спросить. Вы, когда у них работали, вместе с ними жили, вы верили в Бога тогда? Наверное. Я столько настрадалась. Я же была, как вам сказать, мама с моя разошлась с отцом. И я была нелюбимым ребенком. И мне досталось очень тяжело детство мое. Вот. Очень тяжелое было. Я старалась и к отцу бежать. И отца очень любила. То к отцу бегала, то к маме. Вот такое мое детство было. Но я закончила 10 классов. Вот благодаря тете Паше я у нее жила, 7 лет прожила. Тогда это за учебу платили, платная была. 9 и 10 класс она за меня заплатила. Потом я пошла работать и 30 лет проработала в ветеринарной лаборатории. Съездила на курсы и работала лаборантом. Проработала 30 лет. И оттуда ушла на пенсию. Я ветеран тыла, ветеран этого труда. Низкий вам поклон. Ну вот наша передача «Диалоги о вечном». И вы, наверное, вот на примере своих предков чувствуете, да, в общем-то, как яркие вспышки, каждая жизнь из них, да, вот как на ладони вся судьба вашего рода. И, конечно, большое уважение вызывают семьи, которые стараются это сохранить. Но я повторю свой вопрос. Вот вы, когда у них жили, вы верили в Бога? Конечно, Вот верила. как вам пытались, и помогло ли вам потом в жизни, и как от вас это ушло, или вы храните это в себе? Я всегда трудилась и научилась многого у них. Вот, трудиться, как что делать, вести хозяйство. И ходила в церковь, конечно. Верила Богу. А вот вы в церковь ходили, а они же были скопцы и не признавали церковь? Как Они, вот нет, они к потом этому уже стали в относились? церковь ходить. Ходили, Уже да? их меньше, совсем Мгм. мало осталось их. И вот которые смогли, выехали. Мгм. Их вот как и на моей памяти 5 или 6 семей я насчитала. Вот. Помирали, оставались по одному, друг к другу ушли. Мгм. И вот я там у них до замужества прожила. Когда вышла замуж, ушла. И вот потом они уехали. Там еще у них был, когда они молодые были, они брали себе наследника, Медведев Семен Осипович. И когда стали раскулачивать, его очень не любила беднота. И он уехал в Якутск сразу. Этих приняли в колхоз, а он уехал в Якутск. И там слышала я, что он, в общем, очень долго работал в райсоюзе на складах кладовщиком. А потом, вот, когда вот эти уже никого не стало, остался один Федор Киреевич, и он приехал сюда. И вот они с тетей Пашей, Медведев и тетя Паша уехали вот в Куйбышев, в Самару теперешнюю. Вот, Мы у них часто бывали мгм. там. Вот поражает в судьбах этих людей, да, сколько лишений. Прийти сюда этапом, в общем-то, нажить все своим трудом. И в то же время сохранить веру, сохранить доброе отношение к людям, что помогали всем. А как вы думаете, вот смотрите, они пронесли эту веру через всю свою жизнь. А вот как вы считаете, вам удалось пронести то, что они в вас закладывали? Вот вы пытаетесь об этом рассказать внукам, дочерям, как вот вы к этому Ну, относитесь? внуки, ко всему? конечно, мои все знают, всю историю моей жизни. Ну вот история Все это мальчики. одно, а отношение вот к жизни, отношения, у нас диалоги о вечном. Нам вот хочется поговорить о том, что, в общем-то, вечное, те, так сказать, те зерна, которые заложены, которые действительно вечны. Наша жизнь – это вот искорки, раз и прогорели, и остались. А что вот мы передаем? А я вот старалась всегда своим детям. Они меня, по-моему, они меня все любят. И мои мальчики, внуки, Саша Ипатьев, Сережа Ипатьев, мои, вот Зиночка Ипатьева. Они все бабушку любят.
Не Помню, приходится обижаться, Да, на не детей? обижаюсь на них. Мгм. Всегда беспокоятся, звонят. Бабушка, как ты там себя чувствуешь? Детьми были все. Как утром соскочили, так бабушки скорее бегут. Вот что Полежать, бабушки, мне бабушка кажется, это любовь. самое главное, да, что Да. когда внуки Свою дочь рядом. не приходилось так мне Мгм. баловать, любить, как внуков своих. Ну, потом, что я вот еще хотела сказать про Габышева. Да, это Вот очень это вот я интересная судьба. Габышев Михаил Федорович. Мгм. Вот он, тут вот у меня книга есть, Мгм. его мне дала. Вот я его очень хорошо знаю. Он Да, да, да. Алекминский, Ага. Мгм. человек Алекминский. В общем, он воспитанный якутами, Мгм. подброшенный был своим вот родителям. Он очень любил их. Приезжал, рассказывал, вот когда уже он не стал работать, приезжал, стал, ну, надумал музей Да, да. свой организовать. Он приезжал вот к нам сюда, к Ерофею Петровичу, они с ним всегда разговаривали, он говорил, что они культурные люди, порядочные люди, добрые. Я любил, говорит, всегда заходить к ним. И тут и сыновья, 2 сына у него Мгм, были, они мгм. приезжали. Вот это вот я хочу еще сказать. Так, а вот вы расскажите подробнее это, в общем-то, его судьбу. А судьбу я вот Да. слышала, он так вот рассказывал. Между Вы Инкюрию... именно от него слышали, Да, да? именно от него Ага. слышала. Между Инкюрией и Алекмой был хороший, богатый дом. Потом там была ветеринарная ветстанция, не ветстанция, а ветучасток был там. Мгм. Скота алекминские жители возили лечить, там они колхозы обслуживали. И вот он рассказал, что этот дом наш, и этого отца его звали Кирча по-якутски. Что это такое, я не знаю. Мгм. И вот, говорит, мать моя и отец не имели детей. И вот один раз утром выходит и такой плачет, сверточек. Они взяли, там мальчик. Мальчик вот этот, вырастили его, он умненький такой, И учился такой хорошо. талант, да? Такой вот, и из него такой получился человек. Мгм. И они очень с уважением относились. Потом уж отец-то помер, а осталась мать. И он даже в Москву рассказывал, что он возил свою мать. Говорит, приезжай, Миша, что-то не помирается. И говорит, мы приехали, специальный самолет заказали, место, увезли ее, боялись, что, может быть, ей будет плохо, лекарства, все приготовили. Она, говорит, прекрасно долетела. И где-то под 90 лет было. Мгм. Ну и повели ее в музей, он рассказывал. И она увидела там Верблюда. верблюда и закричала: ой, 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 боюсь, сатана, коля, боюсь, ведите обратно. И повели ее обратно. Вот жила там она, что-то не помирается, везите обратно домой. И вот он обратно в Алекму ее сюда привез. Кто-то родственники были, я вот это не знаю точно. Мгм. А она здесь, видно, померла здесь у них. Да, вот Вот. как много интересного, в общем-то, и я думаю, Зине очень полезно услышать еще такой рассказ от бабушки, и потом уже будет зависеть от того, как ты будешь передавать и рассказывать то, что сейчас слышала. Тебе вообще интересно это все? А вот что тебя больше всего удивляет или ну вот запоминается из того, какими были вот твои прадедушка, прапрапрадедушка? На кого из них тебе хотелось бы, может быть, похожей быть или как-то вот? Кто тебе близок по душе? Бабушка. Ну, бабушка это родной человек, А ясно, вот тут она конечно. больше уже никого не знает. Вот знает, теперь уже знает она вот всех. Мы роднимся. Вот Люба, Любовь Николаевна Половинкина, Екатерина Николаевна Половинкина. Вот ихные дети, Наташа. А скажите, что вы теперь будете делать с этой псалтирью? Не знаю. Вы я читать будете? Любе отдам. А сами Наверное, не хотите она читать? не принадлежит нам, а там уж как они поступят, не знаю. Я, наверное, Любе отдам.
Нет, ну вот вы отдадите, вот вы непосредственно жили у этих людей, да? А как я могу взять? Кто Я это? не могу. Но вам хочется самой читать это все? Или душа не лежит? Потому что нет Хорошо, её. что Может есть быть, да? реликвия, да? Но не хочется углубиться. Ну почему я читала? Конечно, читала. Ну это, конечно, уже как вы решите распределить. Там как Люба. Или кто-то будет этим. действительно дальше для души, попробует вникнуть в то, что есть. Или, может быть, будет лежать тоже под стеклом, как реликвия. Не знаем, какая судьба дальше. А вы же сейчас самая старшая в вашем роду. А как я могу Анисигерам сказать, что отдайте, это моя, да? Так вам и не передали, вам только Нет, показали только это? показали. А что дальше будет, как я не могу так поступить, что затребовать его. А я поняла так, что это вам возвращено, Нет, то, что нет, вашему нет. роду принадлежит. Нет. В общем-то, тут же как Я раз не знаю, все ваши Люба. написаны. Люба решат там с Таней, что Мгм. они там решат как. Вот Ну, так. спасибо большое. Очень интересный рассказ. И я думаю, что кто-то из жителей, может быть, ваш пример знаний своего рода окажется заразительным для всех остальных. Хотелось бы, конечно, чтобы все старались знать свои корни, свои истоки. Вот так же, как Зинаида Тимофеевна сейчас сохранила это для своих внуков, для своих детей. Большое вам спасибо.